С 31 мая по 10 июня в Греции проходил чемпионат мира по тайскому боксу среди молодежи. И сегодня у нас в гостях триумфатор мирового первенства, чемпионка России, победительница Кубка России, а теперь еще и чемпионка мира. Член сборной России, мастер спорта по тайскому боксу Зарина Исламова и тренер высшей категории по муай-тай. Преподаватель многопрофильного профессионального колледжа, кстати, признанный лучшим наставником Республики Башкортостан Александр Гаврилов. Доброе утро. Вы настоящий герой. Ну, начнем с того, что приехали вы из города Сибай, приехали сегодня. И даже в этом поступок геройский. Давайте, наверное, Сибай передадим привет большой, да? Да, большой привет, Сибай. Сейчас смотрят вас в Сибае. А так, ну, собственно, будем разговаривать, конечно же, о последнем достижении. Чемпион мира сидит у нас в студии, в конце концов. Да, ну, давайте расскажите немножечко. Ну, наверное, про то, как отбирались вы в сборную, как попали в сборную. У нас проходили соревнования, чемпионат России, там отборочные соревнования вообще. Провела 3 боя. В финале, к сожалению, уступила, но все равно заняла 2-е место и отобралась на чемпионат мира именно среди молодежи. Этого было достаточно, чтобы попасть в сборную? Да, этого было достаточно. Не, ну до этого она была уже, получается, в том году чемпионка России. Поэтому она подтверждала уже свой статус. Но вот немножко уступили в финале, переволновались, грубо говоря. Ну, в целом, в принципе, вообще доволен был соревнованиями. Я часто наблюдаю... боксировал 4, а не 3 боя, да? 3 боя. Да. Часто наблюдая на соревнованиях, как ведет себя тренер, да, в момент, когда подопечные соревнуются в ринге, вот говорите, немножко перенервничали, да? А что ж тогда было на чемпионате мира? Я вообще нервничал, но я не ездил на чемпионат. Она сама ездила, вот. Ну, а в целом... Так это еще сложнее же, наверное, да, на расстоянии? Больше, да, потому что я не могу ничем помочь. Я, естественно, переживаю. Ну, это был уже 2-й опыт у нее, мир, поэтому она уже более уверенно себя чувствовала. Ну и плюс, это же общение со сборной, то есть она уже 2-й год в этой сборной состояла, и поэтому уже как-то более-менее и поддержка со стороны чувствовала, и повзрослела, может быть, немножко еще. Расскажите, да, как в команде, какая атмосфера, вообще как вы взаимодействуете? Вы же команда, а все-таки в ринг приходится в одной выходить. Вот как ощущается поддержка команды, на чем строится ваше общение в целом? Поддержка была огромная. У нас самая большая сборная, именно вот сборная России. Ну, помогает друг другу, общение, взаимовыручка какая-то. Чувствуется все равно атмосфера, что вот мы одна единая команда. Давай, давай, кричат, да, давай! Один единый организм. Ну, поддерживали очень хорошо и сильно это помогало. Расскажите, как Греция вас приняла? Очень хорошо, дружелюбно. Мне там понравилось, красиво. В целом приняла гостеприимно. Как вообще соревнования складывались? Были ли какие-то сложности, проблемы? Ну, я понимаю, что титул чемпиона мира не дается просто так, и это, конечно же, огромная работа. Но вот расскажите, как для вас прошел чемпионат мира? Для меня вообще чемпионат мира быстро как-то пролетел все эти дни. Хоть и мы там находились, получается, с 31 мая по 9 июня. Но были сложности, да, но это больше травмы, наверное, после боев. У нас были дни, когда мы восстанавливались. Вот. Сколько поединков вы провели? Всего 4. А в финале с кем встретились, с кем боролись за чемпионство? В финале с соперницей из Чехословакии. Ну и как она? Ну, хорошая. Создала проблемы или вы вышли такие, ну, и поняли, что, ну, мне нужно только лишь забрать это чемпионство, осталось только простоять там сколько-то раундов? Еще до боя знала, что выиграю ее. Ну, была такая уверенность. Да вы что? Чувствовала, да. Больше был сложный 2-й бой против соперницы из Марокко. Что там пошло не так или наоборот так? Я или знала. у нее все получалось? У нее получалось в 1-м раунде. Я отдала даже по очкам 1-й раунд ей. Потом поняла, что у меня остался 2-й, 3-й раунд. И нужно Какая формула боя? 3 раунда по 3 минуты. 3 по 3. Угу. Да, и судьи каждый раунд рассматривают бой и отдают сопернику либо с красного угла, либо с синего угла. Вот соперница достаточно тяжелая, опытная. В прошлом году она чемпионка мира стала. То есть я знала, что она титулованная. И вот были сложности, были травмы. Но все-таки поднажала 2-й, 3-й раунд и забрала по очкам, выиграла.
Ну, мне кажется, Россия уже давно доказала, что школа тайского бокса в России очень на высоком уровне. Да. Уже сколько лет подряд, наверное, общекомандное место первое. Лет 6, наверное, подряд и Европу, и мир выигрывает именно сборная России. Да, мне просто как-то довелось с Левиным пообщаться, познакомиться. Да, вот человек, который очень-очень много чего выиграл. И вот вы скажите, как тренер, ну, по-прежнему высокий интерес, вам же приходится с молодежью работать. Как правило же, каждую осень там происходит добор. И в течение года остается, там, скажем, совсем немного людей в секции из тех, кто заявлялся изначально. Как сейчас? Очереди большой. стоят? Или же приходится реально искать, кто бы пополнил Нет, число спрос большой, занимающихся? тем более у нас в клубе ребята занимаются бесплатно. То есть Здорово. там очередь, и тем более я еще работаю в колледже, там студентов очередь стоит. Я говорю, мне просто как бы не хватает даже, чтобы всем уделить внимание, как бы подготовить. Ну тут вот как бы еще у нас сам вид спорта, муай-тай, он один из самых жестких именно в ударной технике. Я знаю. Поэтому спрос всегда большой. Даже, грубо говоря, ММАшник, он будет готовиться по муай-тай, как правило, и там грэпплинг, джиу-джитсу, всякое такое. Ну, то есть спрос всегда есть. Каким образом вы выбрали себе такой вид спорта, такая очаровательная, с виду хрупкая, кажется, девушка, и выбрала такой достаточно жесткий вид спорта? Как мысль такая посетила вообще? Ну, меня привлек данный вид спорта именно по красоте и технике, боевое искусство. Ну, я считаю, что это очень круто. Пришла вообще, записалась на УШУ. Так, ну это вообще другая история, да? Да, но я недолго прозанималась. Это вот все и выбрала. красивое на закате или на восходе в каком красивом кимоно. Я просто знаю, как проходят тренировки по тайскому боксу. Там вообще ничего нет с одухотворенностью. Там работа, слезы, пот и кровь. Вот как проходят тренировки. Как у вас прошла вот эта вот трансформация сознания из УШУ в такой жесткий спорт? Ну, я именно так и, наверное, подумала. Здесь делать нечего на УШУ, пойду на тайский бокс, там пожестче. Понятно. И что, какие первые были у вас достижения? Первые достижения были чемпионат республики. Да. Башкортостан у нас проходил прямо в городе Сибай. Первый раз выступила там, выиграла, 2 боя провела. Вот. Понравилось, втянулась, дальше хотелось больше. Сейчас до сих пор занимаюсь около уже 10 лет. Как родные и близкие вас поддерживают в тот момент, когда вы уезжаете куда-то далеко на соревнования? Поддерживают очень хорошо, гордятся. И, ну, мама всегда была против, но все равно... Смирилась мама? Да, несмотря на то, что была против, все равно смирилась, он поддерживает. И папа тоже. Я знаю, что вы в спешке забыли медали. Мы бы их, конечно, показали сейчас. Вот, но мы в любом случае вас поздравляем с такими высокими результатами. Нет ли какой-то вот доли ревности в тот момент, когда воспитанница уезжает под руководством другого тренера выступать на соревнованиях? Ну вот в этом году как бы был плюс в подготовке. Меня позвали в качестве тренера готовить сборную России помощником. Здорово. Вот. И 3 недели мы на озеро Круглом, это Подмосковье, готовили на олимпийской базе всю сборную. Ну, там я ближе познакомился с главным тренером. Это тоже как бы плюс. И я начал больше доверять, грубо говоря. Вот, нашли какие-то общие темы. И как бы повлияло вот это, наверное, общение. Отнесся, в принципе, нормально. Единственное, естественно, охота быть рядом, охота чем-то помочь, подсказать. Я представляю, как вы нервничаете И в тот вот момент, ты когда просто нет смотришь, возможности докричаться. Смотришь телефон, просто онлайн-трансляцию и как бы болеешь. В принципе, у нас моя семья вся болела тоже. Собирались, смотрели, обсуждали. Вот каждый бой, как бы после боя сразу работа над ошибками, писали, говорили. Ну, я вот, например, Зарине пишу, говорю, вот то-то, то-то немножко не доработало, что-то как-то корректировали по месту уже. Ну и сейчас же интернет, это как бы тоже в плане того, что можно любого бойца посмотреть, зайти, прошлые турниры, что она делала. И вот во время даже соревнований отборочные идут, то есть отлетают ребят, ну, кто выиграл, следующий бой идет, мы уже
по прошлому поединку можем понять, в какой форме. Слушайте, ну у вас прям действительно же спорт высоких достижений, и у вас, в принципе, по-другому никак. Нужно изучать своего надо быть соперника, готовым готовиться ко под всему. конкретного соперника. Есть правша, есть левша, там стойки разные, там Готовимся какие-то. к худшему, а там как получится. План Б всегда Ну, тоже хотя есть, да? Зарина из таких, она жестко работает, очень жестко. И Зарина так мило в этот момент улыбается, но я знаю, как меняются спортсмены вот до выхода на ринг и в момент, когда они выходят на ринг, это вообще абсолютно разные люди. Вот, сейчас она перспективная спортсменка, есть предложения с других регионов, все перетягивают. Как бы, ну вот в этом моменте, да, переживаешь, думаешь, что как-то что-то. Ну, я не могу не заметить, что у вас есть такая, как говорят люди творческих профессий, химия какая-то, да? Вы действительно команда. Я вам желаю исключительно побед. Спасибо, что вы на таком высоком уровне защищаете честь нашей страны, Республики Башкортостан. Еще раз Сибаю огромный привет. Прекрасные люди живут в Сибае. Зарина Исламова, чемпионка мира по тайскому боксу, сегодня у нас в гостях. И Александр Гаврилов, тренер, ну и, собственно, человек, который делает чемпионов.